В зале суда сегодня не было свободных мест. В ожидании приговора родственники и друзья погибшей Камили Тухватуллиной и ее родителей. Обвиняемого 23-летнего Рустама Мухаммадуллина пришли поддержать мама и папа. Эта история в январе прошлого года всколыхнула всю республику. Трагедия произошла в квартире, где проживала Камиля с родителями. По материалам дела с девушкой Рустам Мухаммадуллин встречался почти год. В ноябре между ними начались разногласия. Родители были против их отношений. В тот вечер Рустам пришел к ней домой. Как он уверяет, на этом его воспоминания обрываются. На теле погибшей Камили обнаружили 13 ножевых ранений. У ее отца 9, у матери 6. У самого обвиняемого 10 ножевых ранений. Основываясь на доводах экспертов, суд посчитал, что он нанес их себе сам, чтобы свести счеты с жизнью, после чего выпрыгнул из окна 4-го этажа и чудом выжил. Кроме того, Галиев показал, что 6-го... Судебные разбирательства по этому делу начались в мае этого года. Молодого человека обвиняли по статье 105 «Убийство 2 и более лиц». Срок до пожизненного. Но адвокаты и сам Рустам Мухаммадуллин просили переквалифицировать на статью «Убийство в состоянии аффекта». Срок до 5 лет тюрьмы. В своем последнем слове на заседании обвиняемый выразил соболезнования родственникам погибших и попросил судью не уничтожать вещественные доказательства по этому делу. Свою вину в инкриминированном деянии, то есть в лишении жизни, получается, установлено лишение жизни 3 человек, я не признаю. Суд поддержал сторону обвинения. 23-летнего Рустама Мухаммадуллина приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. С учетом действительно дерзости и жестокости совершенного преступления, фактически он совершенно неповинных ни в чем людей, 3 людей, девочки и ее родителей лишил жизни. Я считаю, что суд вынес справедливое решение. Да, довольный приговор. Хорошо, что справедливо все. Он не имел права лишать жизни. Суд достаточно выборочно оценил доказательства, представленные стороной защиты. И учитывая наличие 9 проникающих ножевых ранений у Мухаммадуллина, это, кстати, больше, чем у любого из погибших количества, суд по какой-то причине все-таки причислил данные повреждения к тем, которые он нанес сам себе. Апелляцию будете подавать? Безусловно, конечно. Точка не поставлена. Это многоточие. Желаю всем, чтобы никто не пережил это, чтобы никому не пришлось никому оправдываться. Это единственное, что хочу сказать. Потерпевшими по этому делу признаны старшие дети родителей Камили – Гузель Тухватуллина и Артур Хамидзянов. В качестве компенсации морального вреда каждый просил по 1,5 миллиона рублей. Суд принял решение выплатить по 1 миллиону. Приговор пока не вступил в законную силу. Юлия Гоголева, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.